подписка Акты. Що Юнг, спонсор, ну теж був Акты. Я может Тургор. Да Юнг. Орго. Сейчас Харуха. Вот недавно я ходил, тут вообще юшувы, бага. Ничего не было. Тигет Мунодр. Дирет. Вообще. Охренеть рост. Сейчас еще раз покажу. Может, помните, я как-то здесь стрим делал, но здесь не было такого. Сейчас вообще прям по жесткому все выросло. Уж вот кто-то там это. Плавает, короче. Что-то такое там происходит. Ну, здесь всякие черепахи, рыбы есть. Всякая живность, короче. Черепашку видел, кстати. Ну, не здесь именно вообще. Так. 1 minute. Блин. Цену ходу торг ты. Манадр юн туха хаврал дхабди. Мане юн. Мане природные ресурсы туха. В общем, сегодня будем о природных ресурсах говорить. Потому что, как ни крути, смотрите, ну давайте немножко как бы издалека зайдем, да? То, что издалека, а как из эти комары, блин. Предисловие, так скажем. В общем, начать надо, наверное, именно с ситуации, которая сейчас происходит. Смотрите, ну, дождь, да? Сейчас, минуточку. Яркая иллюстрация, что у Рашки все плохо идет, была продемонстрирована 9 мая, да, когда Путину пришлось звонить Трампу и умолять его, чтобы он пообщался с Зеленским насчет того, чтобы тот 9 мая не атаковал Красную площадь, ну, то есть не взорвал Путина и его парад. Ну, это Трамп пообщался с Зеленским, договорился с ним, и все как бы удалось, да, Путину провести. Ну, конечно, позорный все равно парад получился, но тем не менее, факт того, что парад был проведен, и Зеленский в этот момент не ударял по Москве. Но вчера вот этот вот Петербургский экономический форум, при открытии его удары были. И, как сказать, начало вот ознаменовалось как раз-таки ударами, прилетами по Питеру. О чем это говорит? Кстати, после этого, после 9 мая, конечно, Рашка была очень сильно оскорблена из-за того, что, ну, такой позор получился, да? То, что, получается, надо было просить Трампа, надо было согласиться на то, что Зеленский не стал ударять, ну, Украина не стала ударять по Москве в этот день. Короче, это был очень сильный позор. После этого Рашка, ну и вообще в целом, не только из-за этого дня, а в целом нет же никакого продвижения, да, на фронте. Ну, ничего не получается. Рашка никак не может продвигаться. И началась вот эта эскалация конфликта. Начали бить ракетами циркон и так далее по этому,
по мирным городам. И, как я понял, ракета «Циркон», она вообще бьется с кораблей. То есть это вообще не предназначено по наземным целям. Она как бы по воде должна быть. Ну, вода, типа такой этот у нее принцип работы. И когда ее ударяют по земле, она не бьет как бы точно куда-то. Она бьет именно... ну, непонятно, в какой квадрат она упадет. И то есть, вообще, по идее, это, короче, чисто террористический акт на самом деле. И неудивительно, что вот на этот ПМФ пригласили Талибан, еще каких-то террористов. Ну, в общем, Рашка показывает, что... Ну, это как бы давно, конечно, уже они их приглашали. Сейчас уже никто не удивляется. И они и действуют-то террористическими методами. Ладно, в целом, что я хотел сказать. После 9 мая им как раз-таки надо было... У них же какая психология? Они типа никогда не сдают назад, они всегда только идут вперед, только эскалируют. Такая у них психология. И здесь им тоже не надо было, как бы сказать, типа сдавать назад, идти только вперед. И они... Но, понимаете, они же не могут, как бы сказать, именно военными методами действовать. То есть, ну, армия, объективно все понимают уже, армия не может продвинуться. Там киллзона, дроны, продвижение невозможно. Поэтому, соответственно, могут только ударять по мирным, то есть только могут террористические атаки устраивать на мирные мирные украинские города и, соответственно, убивать мирное население. Ну, короче, подлая война, никакого, как сказать-то, гордости, чести у Рашки нет. Я в этом давно убедился. Использует самые такие подлые приемы. Ну, что сделаешь? Это на самом деле одна из самых страшных вообще образований, наверное, на Земле, которые когда-либо были. Подлая, преступная, циничная. Ну, одна из самых вообще плохих каких-то образований государственных, которых когда-либо были вообще в истории человечества. И мы сейчас с вами прекрасно видим это все в прямом эфире, как все это происходит. Ну, в общем, какая у них была цель? Им надо было, так скажем, реабилитироваться перед самими собой и перед своим вот этим ватным населением. Ну, показать, что вот они якобы не утеряли хватку и так далее. И вот они в отместку из-за того, что им пришлось пережить позор 9 мая, ну и в целом нет продвижения, им остается только мирное население убивать, и все. Но здесь на ПМЭФе у них очередной как бы затык получается. Почему? Потому что в пятницу, то бишь завтра, Путину надо... Какое эхо мощное. Надо выступать на этом ПМЭФе, соответственно. И так как человек не отличается и никогда не отличался никакой ни смелостью, ни мужеством, никогда не участвовал в прямых выборах, ни в каких дебатах, вообще ни в чем в таком. Ну, это почему все происходило? Потому что, в принципе, сама жизнь и общество в самой Рашке так и устроено, в принципе. Понимаете, это... Для чего я, в общем-то, этим и занимаюсь. Но, конечно, не для Рашки, но так уж получается и на Рашку вещаю. Для именно наших народов оккупированных. Ну, что поделаешь. Раз они приходят, пусть слушают тоже. Может быть, полезно будет кому-то. Хотя там такая масса, это бесполезно. Что-то их там пытаться всех просвещать. Ну ладно.
В общем, ему надо выступить завтра, но никакой гарантии. Может быть, они сейчас экстренно туда завозят средства ПВО, но, опять же, понимаете, такой трусливый человек, который никогда, действительно, мужеством не отличался. Это очень трусливый, слабый человек. И ему завтра надо выступать, и он понимает, что может ракета прилететь. Даже, может быть, до него не достанет, там обложит прямо полностью этими ПВО средствами. Но надо понимать, что даже если где-то рядом упадет, еще будет какой-то дым или еще что-то, это же картинка, то, соответственно, будет, не будет он излучать и вообще все это мероприятие излучать какую-то уверенность, что у них все хорошо, все под контролем и так далее. И в целом, я так понял, такой нарратив тоже вбрасывается потихонечку, удаляется и тестирует общество на проигрыш. Уже это закидывается, чтобы там выступление Гурулева было. Это надо тоже смотреть, фейк, не фейк. Так проскальзывает что-то. Публикации в Московском комсомольце насчет того, что проигрыш в войне, это нормально. Что такого? Рашка сколько раз проигрывал, и ничего в этом плохого не было. Наоборот, сильнее становилось. Такое закидывается. Просто, я думаю, очевидно, что уже все, тупик. Пройти вперед не могут. Экономическое состояние очень тяжелое, печальное. Нефтяная инфраструктура выбивается каждый день. Уже кризис в Крыму так подавно, и в каких-то областях уже очень сильный кризис с бензином. То есть, и плюс инфраструктура убитая, ушатанная, в которую, она очень недофинансированная. То есть сейчас все это может скопом все скопиться, и, черные лебеди, они в один момент могут все это сложиться. И действительно тогда начнется новый парад суверенитетов. Вот, давайте с этого предисловия, приступим к самой важной теме, которая касается на самом деле всех республик, особенно тех, как у нас в Бурятии, где много природных ресурсов. Потому что на самом деле вся схватка-то всегда была и будет за них. Самое главное, что всегда интересовало русских в нашей Бурятии, в Саха-Якутии и других республиках, это ресурсы природные. Для чего? Почему так держатся за Бурятию-то? Почему стремятся бурятов уничтожить? Почему так много денег вкладывается в всякие фейковые организации, в всяких псевдо-движения и так далее? Почему? Потому что вопрос простой: природные ресурсы, контроль за ними, контроль управления. Потому что Рашку что интересовало всегда? Конечно, деньги. На самом деле там никакой идеологии никогда не было, никакой веры. Всегда был интерес only cash, только в деньгах. Поэтому нам надо... Я, конечно, знаете, по большому счету необходимо создать большое медиа-СМИ с множеством разных каналов, разных ведущих, и рассказывать об этом, о том... у меня, видите, самого нет данных. Эти данные надо тоже находить. Примерно ориентировочные, все равно из открытых источников можно все это найти. То есть, какие ресурсы были разграблены из Бурятии, вывезены, сколько бы этих природных ресурсов могло бы пойти на личный карман вообще, то есть мы, как в Аляске, по идее, должны с наших природных ресурсов, все буряты, каждая бурятская семья должны получать лично, на карман, так скажем. Потом
плюс на строительство школ, больниц, на выплату зарплат, на создание рабочих мест, на, ну, вообще на обустройство нашей инфраструктуры. То есть смотрите, какой у нас может быть очень страшный для нас вариант, и, ну, ныне действующие ФСБ, спецслужбы, силовики, плюс отдельно вернувшиеся с войны эти так называемые ветераны СВО, все они, возможно, ну и плюс местные бандитские группировки ОПГ, которые с 90-х годов никуда не делись, ну и которые находятся под контролем спецслужб на самом деле. Все они вступят в кровавую бойню по, как сказать, распилу ресурсов природных. То есть такой, ну, вариант очень реалистичный, да. Почему? Потому что Рашка начнет разваливаться. Конечно, из центра попытаются, опять же, держать под контролем наши ресурсы, чтобы самим их воровать, дальше продолжать. Но, опять же, видите, они могут в своих собственных войнах там утонуть за передел собственности. Поэтому каким-то образом наше гражданское общество должно не допустить вот этого передела. Во-первых, для того, чтобы не было беспредела, как в 90-х, чтобы не было перестрелок и так далее, да, ну, чтобы нормальная жизнь была. И самое главное, чтобы, понимаете, смотрите, если это начнется, то это уже, как сказать, даже если какая-то одна из конкурирующих группировок, там, не знаю, ФСБшники или еще кто-нибудь победит в итоге, да, перестреляет других, но это же приведет к чему? Опять к такому же коррумпированному образованию, как Рашка, которое рано или поздно рухнет. Понимаете, они, такие автократии, они не жизнеспособны, в принципе, потому что у них самая главная идеология-то их просто в добыче природных ресурсов. Вот и все. То есть, ну как, для чего они добыча-то? Для будущего распила, для личного обогащения, короче. Только в этом. Поэтому, соответственно, а как будет жить народ простой? Народ, конечно, будет жить в нищете, в очень тяжелых условиях. Ну, не хуже, конечно, чем сейчас, но о том, что будут строиться новые школы, вообще строятся школы, эти образовательные, медицинские учреждения, об этом речь вообще не идет. Задолбали комары? Потому что все эти кланы, все эти бывшие силовики попытаются контроль установить над ресурсами, чтобы продавать их в Китай, ну, может, еще какие-то другие страны, ну, в основном в Китай по дешману, и из этого просто личное их состояние колотить. Конечно, они станут сразу сказочно богатыми, но опять повторится тот же самый сценарий, что и с Рашкой. То есть для того, чтобы все это закостенело, нужен один какой-то автократ, который будет сидеть очень долго. На самом деле, понимаете, это же все вранье, что вот есть один Путин, да, который все типа контролирует, ну, типа он там смотрящий и так далее. На самом деле, это сама система такая, ей выгодно, чтобы, как это сказать-то, если бы они хотели, они бы давно сами сместили бы этого Путина. Просто он их устраивает, на самом деле, саму систему. Система-то для чего нужна? Для личного обогащения. Такие огромные природные ресурсы, которые есть, да, со всех республик, они же просто воруют и живут на это. Яхты, вот это все. Подполковник этот Захарченко, помните, сколько у него миллиардов там было в квартире? Там денег хоть жопой жуй, как говорится. Поэтому это все вранье, что вот, знаете, все это вот хороший русский вещает, вот один там Путин.
Это вообще дело не в самом Путине-то, дело вообще в самой системе и в том культурном коде, который сложился в самой Рашке. В том, что они лояльны к коррупции, лояльны к автократии и не стремятся к демократии, не стремятся к просвещению, и не стремятся в конечном итоге к хорошей жизни. Вот в чем беда этого русского народа на самом деле. Ну и в том, что как-то они предпочитают такие методы, ну вот как мы сейчас видим, агрессивный какой-то, понимаете? Это идет еще из какой-то степени, самой главной степени, это лень же, понимаете? Вместо того, чтобы, вот как корейцы, начать образование, начать реформы, начать меняться, начать что-то делать. Понимаете, вот корейцы трудолюбивые очень люди. Они просто работают. Они, у них издавна как бы, да. Да, конечно, они очень сильно страдали в свое время. Колонизация была. И монголы наши, да, тут тоже колонизировали в свое время. Японцы. Ну, да, много пострадали, конечно, корейцы. Но у них всегда было стремление именно к образованию, к труду. И вот это вот философское учение, так скажем, конфуцианство им в этом очень сильно помогало. Поэтому неудивительно, что они сейчас имеют то, что имеют, а Рашка находится там, где она находится. Понимаете, это, знаете, как вот возьмем двух разных людей, да, один вырос в какой-то бедной семье, но в этой бедной семье были хорошие установки. Ему говорили, ты должен учиться, ты должен стать хорошим человеком, ты должен много работать, чтобы вырасти и стать успешным. И он как бы вот эти принципы исповедовал. И действительно, сейчас мы видим, как Корея из такой нищеты, автократии выбилась. И сейчас она один из мировых лидеров во всем мире, да. И очень много здесь производств и так далее. А вот смотрите, Рашка, да. Рашки огромные природные ресурсы, но при этом никакого ни воспитания, ни культуры, никакого стремления. Вместо какого-то труда просто расчет на то, что... лягушка. Расчет на то, что что-нибудь продать, загнать куда-то и получить сиюминутную прибыль. И поэтому, видите, ну вот мы видим, несмотря на все свои природные ресурсы, на огромные залежи там нефти, золота, леса, да там вот все, что нужно, все есть, да. Можно было бы совсем по-другому жить. Но, несмотря на это очень нищая страна с убывающим стремительно населением, с деградированным народом, с людьми крайне низкообразованными, обладающими низкой квалификацией. И их очень легко обманывать, манипулировать ими. Но это люди очень, так скажем, отсталые. Это действительно страна третьего мира. Рашка, она, несмотря на все ее ресурсы, ну вот, не зря говорят, Нигерия в снегах. Это действительно так и есть. Но при этом, к сожалению, это люди очень крайне агрессивные, плохо воспринимающие вообще адекватную какую-то объективную информацию. Когда им пытаются что-то сказать, ребята, проблема не в том, что кто-то там вас якобы пытается захватить или еще что-то. Проблема в том, что вам самим надо образование получить, вам самим надо расти, вам самим надо перестать лениться, перестать водку жрать, перестать, быть чрезмерно какими-то агрессивными, глупыми, бороться со своим невежеством. Они это все не воспринимают, они это все воспринимают в штыки, ну, потому что, понимаете, это тяжелый труд на самом деле. Образование получать, слушать чужую точку зрения, что-то думать, анализировать, рефлексировать. Это для Рашки все это очень сложно. И вот в итоге мы имеем то, что имеем. Потому что, смотрите, ну, я думаю, уже последний бы идиот, наверное, все сложил как для себя в голове, да? Все же понимают, что прилеты по Москве, прилеты по Питеру, ну, говорят о том, что пора что-то начать менять
Но они скованы страхом. Помимо страха, это просто очевидно, что они очень глупые сами по себе. И циничные. Ну и какие-то развращенные морально, короче. То есть у них нету людей, которые бы действительно вышли, что-то делали, пытались. Это система, которая сжирает саму себя. Для нас, конечно, это все хорошо, но, понимаете, это вот как жить рядом с ядерным каким-то, как с радиацией рядом жить. Вот жить с русским миром — это жить как с радиацией. То есть она все вокруг себя заражает, к сожалению, своей вот этой вот глупостью, агрессией, просто быдловством, так скажем, да, вот так. Поэтому, видите, ее какие-то установки, ее понятия, да, они передаются и другим народам, к сожалению. То есть во главе всего, на самом деле, вражки стоят же только деньги. У них какая-то гиперкомпенсация на этом идет. Потому что, на самом деле, это, понимаете, я вот, кстати, многих спикеров смотрю, и они так лукаво все время говорят про эвфемизмы и так далее, все. То есть они не хотят, как бы сказать, они это, как вам сказать-то, признают это, но делают акцент, смещают акцент, вернее, на то, что это не то, что надо с чем-то бороться, а это то, что как бы присутствует, ну и типа, ну и что поделаешь, да? То есть, как я вот недавно слушал, типа, что там, говорим Ленин, думаем партия, да, там и так далее, да, то есть, ну, тут все вот такое вот, все как-то не так, да, как должно бы быть. Ладно, и имеется в виду, что, смотрите, вот я приводил в предыдущем стриме пример, да, вот даже вот певицы этих 90-х, нулевых годов, люди, которые все-таки бы по-хорошему должны обладать отличными качествами от тех звезд и вообще, в принципе, людей, которые жили в 80-е, 70-е годы, ну, при Советском Союзе. Потому что они все равно в 90-е, как бы, да, становились известными и популярными. Но, смотрите, они дают интервью, и они не могут произнести слово «Инстаграм», они не могут произнести вслух, очень сильно боятся своего коллегу Моргенштерна. То есть это люди, ну, плоть от плоти. Это и есть русский мир. То есть, понимаете, они... друг их оступился или еще что-то. Ну, даже не то, чтобы оступился, а как вам сказать, не оступился, а ну, сделал какой-то другой выбор. И они не то, чтобы защитить все, встать за него, да, протянуть руку помощи или еще что-то, поддержать. Они все просто от него отвернулись, понимаете? Так только предатели поступают. И я уже про это говорил тоже. То, что такие страшные удары по Киеву, по другим мирным украинским городам, они, те люди, которые там давали концерты, которые имеют там большую фан-базу, они не обращают просто на них внимания, как будто их никогда для них не было. То есть они отвернулись от своей аудитории, от своих поклонников. Это очень страшно, конечно. То есть они сами себя, по сути, предают, свое собственное творчество. Это, понимаете? То есть они, ну, по сути, как бы сказать, я даже не знаю, это жалкие люди какие-то. Можно ли их людьми вообще назвать? Мне это тоже, это печально. Я же слушал это все в детстве, там, Свету, допустим, или еще кого-то. Но я еще думаю, хорошо, что Цой все-таки тогда погиб. Но я надеюсь, я, конечно, надеюсь, что он не стал бы молчать. Но, ну, в общем, как-то так. Понимаете, он действительно ушел легендой. Ну, вот БГ вроде, да, этот Гребенщиков себя достойно ведет.
еще там. Но этих мало людей все равно, по большому счету. Для такой многомиллионного этого русского народа, такой единицы, которые себя достойно ведут, но это несерьезно, честно говоря. Остальное это просто никчемные действительно какие-то люди вообще. Являются ли одни вообще людьми на самом деле, если им плевать? Они вчера, как бы сказать, братьями называли этих людей, а сегодня их убивают. Это понимаете еще, почему я все время на это акцент делаю? Если украинцы для них братья, как они считают, то мы-то вообще тогда кто? Мы вообще просто полностью никто. Ну, в принципе, наши интересы и никогда и не учитываются. Не наше стремление защищать свой язык, развивать его, изучать его. То есть нам просто его запрещают изучать на самом деле, когда вводят эти законы о необязательности изучения бурятского языка от 2018 года. Ну, там много вот этих вот законов. Надо просто видео хорошее сделать по этой теме. Поэтому, конечно, это страшный народ, который говорит одно, а делает совершенно другое. И может даже, я не знаю даже, в что они вообще верят или еще что-то. Страшные люди, если честно. Страшные, равнодушные, циничные. И которые не хотят никого никогда слушать. Они считают, что вот они почему-то все самые правильные в этом мире. Остальные типа не существуют. Ну ладно, такое лирическое отступление. Давайте все-таки более вернемся к теме, да, про природные ресурсы. Это самое главное, для чего вообще Рашка в свое время оккупировала нашу Бурятию и другие республики. Для того, чтобы воровать. И уже там, представляете, с какой огромный объем они наших природных ресурсов украли. Сколько они золота вывезли, сколько нефрита украли, сколько леса вывезли в Китай. Ну и в другие, да, страны. Сколько загадили природы нашей. Сколько пушнины убили. Потому что, ну, сами буряты, мы же все прекрасно знаем свою историю. У нас никогда не было такого, как бы сказать, промышленного забоя зверья. Никогда мы не вырубали леса. То есть для огня использовали павшие деревья, есть же ветки и так далее. Ну, то есть у нас совершенно другая философия, психология в этом плане. И даже, ну, я вот, к сожалению, знаете, здесь сталкиваюсь скорее, что очень много здесь среди русскоязычных. Ну, просто это видите, это вот влияние русского мира. Людей, так скажем, нечестных, которые мошенников и так далее, для которых обман это нормально, понимаете? А я же из Бурятии приехал, у нас все равно, ну и я думаю, все-таки мы повлияли, наши буряты, и на русских, которые у нас живут. Все равно у нас народ более все-таки в процентном соотношении, я считаю, более честный, прямой. У нас таких мошенников, ну, есть, конечно, они везде, я думаю, есть. Но до рашкинского вступления, я думаю, это было минимально. Там, наверное, вообще почти такого не было. И в целом все равно наши буряты вот это сохраняют. Ну, конечно, про контрэлиту это не скажешь, про вот этих всех агентуру ФСБ. Но в целом наш народ, он, я считаю, довольно честный, прямой. Наверное, из-за этой еще части, да, из-за того, что такие наивные какие-то идут на войну, к сожалению, и думают, что они за какое-то там правое дело воюют. Ну, кто-то, конечно, просто из материального интереса. Но в целом все равно, если так взять, в Бурятии у вас намного меньше вариантов, что вас кто-то обманет или еще что-то. Наоборот, постараются помочь. Вот среди русскоязычных здесь скорее, ну, то, что действительно очень разные все люди с разных стран. И для некоторых вот эта вот закалка русским миром, она, наоборот, в другую сторону пошла. То есть это очень люди такие... Я еще иногда не понимаю, там, знаете, ради каких-то мелочей готовы кидать. Ну, там 100-200 тысяч вон, это уже все типа... Ну,
Короче, для меня это все странно. Понимаете, у нас в Бурятии, ну так, как бы сказать, вообще такая сильная тема-то и не приветствуется. Ну, все равно у нас, я думаю, все-таки институт, как бы сказать, институт твоей, забыл это слово, ну, твоего доброго имени, короче, он все-таки очень хороший. И для нас, ну, вот действительно, вот репутацию потерять, ну, это, ну, действительно плохо в Бурятии. Ну, это тяжело. Здесь как-то вообще, знаете, вот, это тяжело поначалу, когда ты приезжаешь, и вот людям вообще плевать, да, что там, ну, как сказать, репутацию потерять. Ну, и потом понимаешь, что это все, к сожалению... Потому что среди самих корейцев-то это тоже очень сильная репутация тут. Они очень сильно о своем имени, сами хангуки, имею в виду. А русскоязычные, ну, совсем по-другому. То есть вот что-то обмануть на какой-то мелочи или еще что-то, или какую-то гадость сделать, ну, это вообще тяжело, конечно, с такими людьми. Просто, понимаете, им даже и не объяснишь, что, ну, как бы это плохо. То есть то, что у нас, ну, как бы само по себе воспринимается, ну, что это стрёмно, да? Ну, а для них это, типа, не зашквар, нормально. Короче, как-то так. Поэтому я долго еще не мог эту всю тему понять с контрэлитами и так далее. Я просто понимаю, что это наши буряты, но прошитые, к сожалению, русским миром, у которых совсем другая мораль. Ну и поэтому, конечно, тут просто это... Ладно. Конечно, их прошили, и я смотрел еще одного блогера, ну, как Портникова, короче, который очень, прям, знаете, всю эту тему хорошо знает. В каждом народе как раз-таки таких вот предателей собственного народа, КГБ, спецслужбы, рашки они готовили и делали, и их руками всегда действовали. Понимаете? Вы просто должны понимать. Иногда вот, наверное, вот действительно нашим бурятам смотрят или другим народам и кажется, ну, что-то нереально, да, там про контрэлиты говорит. Не, на самом деле все это так и есть. Это просто люди, замазанные сами на крови, участвовали в вот этих НКВДшных расстрелах или еще всяких таких делах, которые через себя в какой-то момент перешагнули, и они стали жить по канонам русского мира. И у них совершенно другая психология, философия. Они вот такие агрессивные, злые, какие-то циничные. Ну вот посмотрите на БНД, вот он. Вот такой вот, какой-то весь развращенный, короче. Как-то так. И нам, конечно, этих людей надо как-то отстранить. Ну, нам что надо стремиться-то к чему? Чтобы народный контроль был над ресурсами. Самое главное, это народный контроль установить. То есть сейчас современные технологии есть. Мы должны, самое главное, вот это вот через всякие блокчейн-системы и так далее, все посчитать. Понимаете, есть международные программы, которые международные стандарты, программы, которые соберут аналитику, да, какие ресурсы, какой объем и так далее, какая цена. И эту всю сумму мы должны посчитать на всех бурятов, да, Бурятии. Ну и на те народы, которые какую-то долгосрочную визу там у нас получат. То есть все равно мы должны здесь подходить сугубо рационально к нашим природным ресурсам. То есть, ну, так как мы главный народ, который там жили всегда в Бурятии, и это наша земля, это бурятская земля, мы не должны этого никогда забывать. Мы и должны решать. Мы самые главные там, на своей земле. Мы и должны решать, кто имеет безусловное право на гражданство, кто какую-то долгосрочную визу, вид на жительство получает. Ну, то есть такое. Вот как-то так. Я так считаю. Ну, потому что, ну как, вражки считают... Мы на каком положении-то находимся? Нам даже запрещают свой язык изучать. О чем там говорить, понимаете? Мы для них вообще никто.
ну, типа гражданства у нас якобы есть какое-то, но какие они нам условия жизненные предоставляют для работы, почему они нас используют в качестве, почему они все наши природные ресурсы воруют, почему они отнимают наше будущее, почему они заставляют нас жить в искусственной нищете, почему язык наш уничтожают, культуру уничтожают, на войну отправляют, наши ресурсы все воруют. Понимаете, почему мы должны, как бы сказать, да, вот всегда оглядываться на кого-то или еще что-то, хотя мы просто хозяева нашей бурятской земли. На самом деле кто? Мы, конечно, сами на своей земле собственной. И нас просто, видите, это так долго вбивали это все этим репрессиями и так далее. Мы должны просто все это из головы выкинуть по этому поводу. Никакой там какой-то оккупант там не должен думать, что он там хозяин на бурятской земле. Это мы должны посмотреть, определить его статус, послушать его взгляды, он интервью там должен пройти. И в конце концов изучать бурятский язык потом, чтобы жить в этом обществе нашем. Как-то так. Короче, мы должны гордость, достоинство бурятского народа вернуть. И смотрите, когда мы все эти природные ресурсы посчитаем, мы должны разделить их на каждого бурята, который там живет, чтобы каждый бурят знал с рождения, с самого детства ему вбивалось. Вот ты совладелец совокупных всех природных ресурсов, которые есть в Бурятии. Ты имеешь право по достижении такого-то возраста, допустим, ну, какую-то там получить сумму. Потом ты заводишь семью, тебе еще какая-то сумма дается. Рождается ребенок, ты еще там получаешь. Там 2 детей еще. И вот как бы вот так вот жить. Вносишь какой-то хороший вклад в развитие бурятского народа, в развитие Бурятии, ну и в целом Монголии всей. Еще какую-то сумму получаешь. То есть вот так вот у нас все должно быть устроено. По справедливости, по сути. Ну и, соответственно, определенный процент еще идет, безусловно, в развитие самой Бурятии, экономики ее, инфраструктуру, в образовательные учреждения, в здравоохранение, ну и, короче, везде. Но с налогов, я думаю, мы должны содержать как раз-таки все вот эти вот полицию там, такие вот все органы, судей, потому что мы всегда должны, как общество, регулировать их. То есть что-то они там начинают маленько моросить, мы им сразу начинаем кран перекрывать в виде денег. То есть они не должны получать деньги, зарплату с ренты. Ну, потому что, по сути, это бездельники же, силовики, это бездельники, по сути, если так разобраться. Они, по большому счету, не нужны государству. Не в таком количестве, в котором сейчас они существуют, вражки. Ну, потому что они же что делают-то? В основном сидят на жопе ровно. Если само государство нормальное, адекватное, ну, конечно, иногда бывают какие-то преступления, случаются или еще что-то. Но если смотреть, например, Кореи и Японии, здесь же удалось создать очень спокойное такое общество, да, спокойную жизнь. То и мы, соответственно, я считаю, тоже сможем все это сделать. Конечно, бывают разные там психи или еще какие-то люди с отклонениями. Но надо, ну, для них, да, вот это будут существовать органы. Ну, а так в целом. Ну, и еще, я думаю, что мы хорошо должны контролировать и создать, так это все-таки армия. Потому что объединенная, причем с другими республиками, чтобы мы противостоять могли хорошо русскому миру. Потому что эти все равно будут пытаться какие-то попытки захватить, отжать наши территории, захватить наши ресурсы. Ну, от них, я считаю, ничего хорошего мы никогда не видели и ожидать тоже не стоит. С ними надо держать ухо востро, как говорится. Дронами, с всеми этими вещами. Как-то так. Ну и плюс нам надо, конечно, понятное дело, мы в такой ситуации, что мы не можем не продавать наши ресурсы. Мы их будем продавать, но мы должны устроить конкуренцию. То бишь, мы должны не только одного монополиста, да, там иметь покупателей в виде Китая, но вообще разных с мира. И это должна быть открытая, прозрачная система, понимаете?
торгов и так далее, чтобы это все было нормально, по-человечески. Ну и, конечно, инвесторов запускать и так далее. То есть мы должны стать нормальной, демократической, открытой страной. Когда я говорю про демократию, они там какие-то эти делают попытки этого, попытки выбить меня из стрима. Да, такие дела. Привет из Израиля. Самбайна, Израиль. Ничего себе, из Израиля даже кто-то смотрит. Недавно получил комментарий на английском. Ну, тут еще что хорошо, YouTube стал на английский переводить автоматические видео. Какие-то англоязычные люди стали смотреть, видимо, тоже. Ну, что хорошо. Ну, надо тоже такие темы, наверное, подбирать. Перехожу на международный уровень. Не, хотя, по большому счету, если так взять, Украина смотрит, Казахстан, там еще какие-то страны. И так, да, на международном уровне. Английский надо учить, по сути. Благо, сейчас тоже возможности-то есть. Ну, в общем, как-то так, я так считаю. Потому что, я говорю, это самый главный камень преткновения. Еще, понимаете, в чем еще кризис-то, да? Пока общество, оно не готово, понимаете, вот таких площадок, как у меня, должно быть много вообще. И сейчас блогеры, конечно, какие-то есть, но опять же, я говорю, у нас пока общество не готово к тому, что будут действительно какие-то люди от себя говорить и ради общественных интересов, как это в нормальных странах бывает. А у нас в основном, понимаете, я уже это рассказывал, все наши политики, все наши СМИ, они обслуживают интересы различных каких-то кланов. То есть вот как в русском мире все устроено. Есть как бы для общества, да, для стада какой-то один у них предводитель, и вот он якобы обладает всей полнотой власти, и от его имени уже получаются различные его слуги, феодалы, вассалы, разделяют пироги и там властвуют. Ну, то есть вот такая вот автократичная форма правления. И, соответственно, люди привыкли к тому, что люди не имеют никаких прав, что у них нет права голоса, и они ничего не могут решать. Но это надо вот эту дурь из головы выбить, потому что, конечно, люди все решают на самом деле. Кто по факту является какой-то президент любой? Это же просто такой же человек, как мы с вами. Просто это назначенный менеджер на роль определенную, чтобы управлять. Я вот недавно смотрел интервью с президентом Польши, по-моему, но мне очень понравилось, потому что это, ну, вообще чувак адекватный, прям нормальный. Он уже бывший президент, по-моему. То есть он, понимаете, еще когда уже вторжение должно было быть, он поехал прямо сам в Украину, на машинах они поехали, ну, с какими-то еще президентами стран Балтии. Ну, то есть вообще люди, понимаете, очень такие духовитые, по сути. Путин бы никогда бы не поехал, он бы обосрался просто. Он завтра-то, я думаю, он не выйдет никуда. Либо там будут такие меры предосторожности, ну, что там капец будет. В общем, и он очень дельные вещи говорил, понимаете. И самое главное, то, что он понимает свою цель, задачу. Он пришел, отработал свое и ушел нормально, да, никаких претензий к нему нету. И не надо, знаете, это, ну, мы, как сказать, в 21 веке живем, а вражки люди до сих пор, как, я не знаю, как будто из 19 века, с какими-то представлениями, вот там, царь это бог, там, или еще, это же бред полный. Это просто элементарно, у людей не хватает образования, понимаете. Но опять же, с некоторыми людьми, допустим, да, ну, они же даже высшее образование получают или еще что-то. И все равно остаются какими-то, я не знаю. У меня даже такие знакомые есть.
вроде бы имеют высшее образование, хорошо учились и так далее. Сами по себе вроде в жизни не глупые люди. Но в этих отношениях они очень какие-то странные. Я даже понять не могу, почему так происходит. Как-то так. Ну, вот такие вот дела. Ну, поэтому самый главный контроль, конечно, это в первую очередь это необходимо провести люстрацию, чтобы не допустить всех этих бывших ФСБшников. Конечно, структура ФСБ будет пытаться саму себя сохранить в первую очередь. У них, к сожалению, очень богатый опыт, хорошее понимание истории. Не той истории, которую они нам пишут, а реальной истории, где там, как сказать, как они устраняли разных наших представителей элиты и так далее, как навязывали свои сценарии, по которым они дальше будут существовать. Это самая, как бы сказать, такая яйцо Кощея, да, имеется в виду яйцо этого, ой, или как там, как это было-то? Там иголка же была, да? Ну, вот иголка. Вот эта вот система. Без нее все рухнет сразу же. Потому что она одна, на самом деле, все держит. И ее будут до последнего момента ее будут финансировать. Но, понимаете, они еще, понимаете, на самом деле Рашка же это мистификация. Это не реальность, это мистификация. То есть то, что они говорят, это вообще ничего нет. Это, знаете, как вот «Волшебник изумрудного города». Помните такую сказку? По детству ее читал. Несколько раз, по-моему, еще. Там был Урфин Джюс такой, чувак. Так, Урфин Джюс и его деревянный солдат. Не, это другой был. Короче, тот, который какие-то мультики придумал. Нет, по-моему, Урфин Джюс и был. Короче, я немножко вот запутался, кто там был. Этот чувак какие-то деревянных солдатов сделал. А там еще был, который мультипликатор, короче. Вот Рашка — это мультипликация на самом деле. То есть она, не имея ничего, с чем можно было бы гордиться, постоянно пишет о гордости какой-то и все время кричит, не имея реальных никаких, не имея реальных угроз, постоянно об этом говорит, что вот какая-то вот якобы русофобия или еще что-то, все как будто хотят захватить, напасть. Но такого ничего нету на самом деле. И не имея действительно достойного уровня жизни граждан, постоянно говорят, что вот, всех лучше живете. При этом там у 90% даже толчка нету дома в Рашке людей. Плюс не имея действительно никаких настоящих каких-то институтов, да, и государственных, и ну, просто ценностных каких-то ориентиров, чести, достоинства. Они все время кричат, что вот у них там скрепы, о том, что они такие хорошие и так далее. Хотя на самом деле все это наоборот. Потому что вот посмотрите все эти видео, да, где женщины, риэлторши всякие рассказывают о том, что многие женщины приходят уже со вторым, третьим мужем, уже с пузом новым, покупают или продают квартиры, которые они на смерти своих мужей заработали. Ну, деградация общества полная и налицо. И понимаете, вот то, что сейчас происходит, они настолько в своем плену этом живут, в своих иллюзиях, что удары по Москве, удары по Питеру, когда происходит там этот ПМФ, да, международный, ну, якобы международный экономический форум, они даже это пытаются ничего не замечать. Понимаете? Это настолько они привыкли. Это как наркоман, короче, который живет же в своих иллюзиях, наркоманских, своих каких-то этих видениях. Ему хорошо, он дозу получил, и все. Ему больше ничего не надо. И он, ну, как бы, он, может быть, тебя и слушает, но он тебя ничего не понимает. Вот так же и Рашка, она в каком-то находится бреду, в своем бреду величия, бреду своих каких-то этих, как это называется,
иллюзий, короче, своих страхов, проецируют эти страхи вовне. Но еще, знаете, вот, я вот заметил, вот хорошие русские, когда интервью дают, они вот так сильно боятся Путина, вот эту всю систему. А украинцы-то им наоборот все демонстрируют, что они вообще не боятся ни Путина, ни русский мир, ни... Да ничего, короче, не боятся. И смело ударяют просто. Я вот сколько раз замечаю, что пытаются еще хорошие русские свои нарративы как-то это украинским журналистам. И там я ну, просто замечаю, что там как бы такой этот непонимание в этом плане. Понимаете? Для хороших русских, ну, для жителей Рашки, да, все равно вот этот страх, он как бы в них сидит перед властью, перед Путиным, перед ФСБ, перед всем этим, перед всей этой системой. А для украинцев-то этого нету. Для них это просто враг, которого надо, как бы сказать, разбить, и все. Так что здесь тоже вот есть такое вот... Понимаете, это еще, когда они это демонстрируют, украинцы, да, когда они вот, ну, действительно, вот такие удары наносят, ну, демонстрируют то, что они не боятся. Они еще картину мира в этом плане ломают для Рашки. Это тоже, я думаю, для них, наверное, в каком-то смысле очень тяжело, что ли. Потому что представьте, они же сколько лет жили в этих иллюзиях, да, что они ничего не могут, что они ни на что не способны, что вот эта вот система их уничтожит обязательно, что они не могут выступать, что у них нет... Ну, что они, короче, полностью бесполезные какие-то люди. И тут им украинцы просто демонстрируют совсем другое. То, что, блин, мы страна куда меньше вас, с меньшим экономическим, ну, во всех смыслах потенциалом меньше, но, тем не менее, воюем против Рашки, побеждаем ее. Да, долго, да, тяжело, но, тем не менее, все равно, ну, очевидно же уже, тут просто идиот уже не заметит. Тут даже американцы уже умывают руки, потому что, ну, такие шикарные условия Рашки предлагали, а эти долбоящеры не хотят ничего. Просто они, понимаете, вот... Я даже не уверен, будет ли у них пробуждение или нет, если честно, даже когда они поражение потерпят. Ну, потому что, как бы сказать, что-то как-то у них совсем тяжело с логикой, с пониманием. Они так долго жили в своих иллюзиях, в своем вымышленном мире, что им оттуда тяжело выбираться. Но я в этом плане вот как раз-таки и надеюсь, что наши народы, они не в этой вот, не живут в этом вот. Потому что мы все-таки, видите, не принадлежим же, по сути, русскому миру. Все равно у нас своя идентичность сохранилась, несмотря на все попытки русского мира уничтожить нашу идентичность. Это не получилось у них. Они из-за этого и бесятся. По сути, эта война-то как раз-таки за уничтожение идентичности в Украине. Они не хотят, чтобы украинцы просто существовали как другой народ. Их это почему-то бесит, я не знаю почему. То есть они не дают права другим людям как бы существовать, чтобы были другие люди с другим мировоззрением, еще что-то. Ну, короче, по сути, это фашисты, шовинисты. Их таких людей обычно что надо-то? Приземлять просто надо. Ну, либо, как говорится, жизнь приземлить, да. Я думаю, процесс приземления идет полным ходом. Сейчас прямо мы его наблюдаем с вами в прямом эфире. Ну, яркое свидетельство — это удары по ПМФ этому, да, Питерскому международному экономическому форуму. Ну, тут просто дебил уже, наверное, не поймет, что что-то пошло не так. Должен был быть Киев за 3 дня, а тут на 5-м году войны у них экономический форум их бомбит. Ну, что-то явно не так пошло. И самое теперь, что интересно, их верховный лидер, на которого они молятся, перед которым на коленях стоят, который абсолютно трусливый, жалкий человек, который... Что он будет сейчас делать? Ему же надо завтра выступить, а он по-любому уже там несколько чемоданов навалил. Что он будет делать теперь? Я думаю, сейчас он
Может, Трампу уже звонит, все трубки обрывает. Дональд, возьми трубку, спаси меня от Зеленского или еще что-то такое. Ну, то есть он в очень интересное положение попал. Еще до этого, знаете, вот, как сказать, после 9 мая он же такой, как побитая собака был. Что-то расхрабрился, да, начал, вот, мы там переводим войну в другое русло. И сейчас его опять, как бы сказать, опустили его, приземлили его назад. Ну, по сути, если так взять по жизни, чмошник он, по сути-то. И вот удивительно, как он вражки такой чмошник вообще смог. Ну, система такая, понимаете. Я не знаю, мне кажется, для адекватных русских это просто позор вообще, наверное, то, что у них происходит. Они, конечно, есть, но какой-то просто какой-то супер маленький процент. Опять же, все это, я думаю, из-за лени в первую очередь. Лени и крепостное право. Когда веками людей отучали думать. Представляете? Это, конечно, генетически не передается, но какие-то паттерны поведения все равно есть. Плюс культурный код. Когда тебе веками... в крепостном праве как было? Все же решал барин за этих людей. У них не было возможности проявлять инициативу, думать или еще что-то. Будут думать, их начнут пороть там. Женили даже, представляете, как? Не так, как он выберет, да, себе женщину. Или женщина там выберет. А просто вот ты с ней будешь и все. Потому что вы там определенного возраста или еще что-то. А то, что она ему не нравится или еще что-то, так это пофигу. Поэтому, я думаю, институт семьи, видимо, и не смог закрепиться в Рашке. Поэтому вот то, что мы видим сейчас, то, что жены отправляют своих мужей на войну, те там подыхают, и они тут же за другого замуж выходят ради денег. Ну, значит, это же ни за одно поколение не могло случиться, вот это вот развращение этого народа. Это значит какая-то долгая история. Соответственно, она имеет... Это то же самое вот с этими звездами, певицами, да, которые ездили в ту же Украину, получали там огромные деньги, имели большую фанатскую базу, а потом, когда война началась, они от них отвернулись, от своих зрителей, от своих слушателей. И даже слова сейчас не могут сказать. И до того дошло, что они даже уже Инстаграм слова не могут сказать. Ну, по сути, если вот так абстрагироваться от всего, да, от законов и так далее, и взглянуть правде в глаза, но это же смешно, что тебе нельзя сказать слово Инстаграм или вспомнить своего коллегу, с которым ты там не на один концерт ездил, да, про Моргенштерна я имею в виду. Они про него боятся сказать. Но это же позор, просто позор. Понимаете, сколько они, наверное, вместе там водку пили, дружили, ездили на концерты, общались, и его потом раз... Ну, это просто не по-людски, по сути. Не стрёмно это. Понимаете? И вот вся страна такая, вот так сидят, молчат. И даже радуются, когда там... Они же их братьев сами называют. Понимаете, с такими братьями, блин, врагов не надо. Такие дела. Ладно, подводя итог названию стрима, хочу сказать, что наш народ должен хорошо контролировать в будущем, когда Рашка посыпется, в первую очередь природные ресурсы и, конечно, провести все необходимые процедуры. Ну, я имею в виду иллюстрацию и так далее. То есть учет всех природных ресурсов, все это разделить на все население бурятов, которые есть в Бурятии, и гарантировать определенную эту доход. Как там, где там есть-то, в какой-то стране на Ближнем Востоке. То есть достигаешь определенного возраста, получаешь определенную сумму. Там женишься, создаешь семью, еще какую-то сумму. Ну, то есть вот так должно быть. То есть мы столько времени кормили эту Рашку, кормили этот русский мир. Мы должны полностью от этого избавиться, от этого бремени, создавать только для себя,
для своего народа, заботиться о нем. И, ну, вот такое вот, да. Это не то чтобы мое мнение, это так должно быть на самом деле. По-другому просто быть не может. Вот как-то так. И самое главное, чтобы эта информация, ну, ее надо как можно больше, вот именно про вот эти все вещи, материальные говорить, про природные ресурсы. Ну, это же самое главное, что интересует всех, по сути, все другие государства. Что от нас еще хотят? Нашу культуру уникальную. Мы свою культуру уникальную... Понимаете, вот кто-то ждал в мире, что вот будет корейский кей-поп там или еще что? Ну, конечно, нет. Благодаря чему развивается? Благодаря тому, что сама Корея стала богатая, сильная. То, что они создают такие бренды, такую технику, машины. И, соответственно, у них есть деньги, чтобы популяризировать свою культуру. Ну, конечно, не традиционную культуру кей-поп, но тем не менее, благодаря этому они тоже, как сказать, мягкая сила, да, корейская по всему миру. Благодаря этому они и свою лапшу продают, и все на свете. Ну, то есть все как бы взаимосвязано. Эти рамены свои продают, машины продают. То есть как-то так. Поэтому никто не будет ждать нас, бурятов или другие народы, просто потому что вот посмотрите на нашу культуру. Да? Ну нет, конечно, надо найти свою какую-то привлекательную сторону для мира и развиваться. Потом, когда ты окрепнешь, и ты будешь вкладываться в развитие своей культуры, как бы, да, с презентацией своего народа, тогда будешь интересен. А так просто, вот как бы сказать, раб русского мира, ты вообще нахер никому не нужен. По сути. Как-то так. И пока ты в таком идиотском положении находишься в оккупации. Когда станешь нормальным, достойным, тогда и людям интересно будет все это смотреть. Потому что, смотрите, вот кому интересна Северная Корея? Кто про нее знает? Или сейчас Рашка, кому интересно? Она ни на какие соревнования не ездит, ни на какие всякие концерты, да? Ну, вообще никому нахер не нужна. И им кажется, да, что вот якобы там русская культура везде нужна. Ну, по сути, нахер никому не нужна. Это знаете, это как святое место пусто не бывает, понимаете? Они раньше с большим трудом везде за взятки, везде прорывались куда-то, пытались там ставить свои балеты и так далее, концерты свои давали. А сейчас мир освободился, очистился от этого русского мира. Как-то так. Спортсмены эти тоже нахер никому не нужны. Даже этот, как его, Гномыч-то, этот сын этого Плющенко или кто там. Даже он другое гражданство взял. Патриот. Да. Уточки. Такие вот дела, понимаете. Тут тоже, видите, они, конечно, хотят деньги из бюджета получать, да, все эти спортсмены и так далее, в команде Путина быть и так далее. Но им и выступать тоже охота где-то, понимаете. Ты там просто в Рашке в этой будешь деградировать. Ну, с кем ты там будешь соревноваться? С Северной Кореей или еще с кем-то там? Ну и, по сути, Рашка еще кроме допинга, она по-другому побеждать-то не умеет. Это же все доказано, что это действительно, там, понимаете, на одного Родченкова гонят. А на самом-то деле я начал изучать там это дело. Там знаете, сколько свидетельских показаний? Там вообще огромное количество этих свидетельств. Там не один свидетель, там реально целая система. Это все по-настоящему было, то, что вот этот допинг. То есть, конечно, Рашка пыталась там всеми силами все это скрыть, обмануть людей, но на самом деле все это было. Все это так и есть. То есть не зря вот это вот отстранили Рашку из-за допинга. Это все так, как бы сказать, и есть. А почему они не могут без допинга? Потому что самой системы, как и любой другой системы, уже давным-давно не существует спортивной. Может, при совке она и была, но сейчас ее точно нет. Да любую другую систему возьмите, начиная с армии, да,
Что это за армия такая, которая ничего не может? У них все деградировало, все государство деградировало. Оно и было это деградировавшее, по сути. Совок этот, что он военные технологии сам придумал, что ли? Все воровал. Где мог, везде воровал все это. У них, понимаете, психология какая-то искаженная вообще, философия. То есть нет, чтобы самим что-то делать по-настоящему. Они все как-то через жопу, вот честно говоря, у них. Вместо того, чтобы своих ученых развивать, нет, они их загнали в эти, как их там, в зону и заставляли их там работать бесплатно. Но кто в таких условиях будет? И еще, понимаете, не тех ученых, которые нормальные, какие-то адекватные, а тех, кто будут лояльны им. Они что, надеются на то, что если человек лоялен, то он будет действительно профессионал? Ну нет, конечно, что за бред? Он будет лояльный, он будет тупой. Нормальный, адекватный человек. Они просто, понимаете, вот у них искажение полностью. В каком плане? У них искаженное какое-то представление о мире вообще. Они тех людей, которые, ну, действительно хотят что-то делать, изменить, они их пытаются просто физически уничтожить. Почему? Потому что это, как бы сказать, с их картиной мира не соотносится. А их картина мира, она какая-то убогая, полностью перевернутая с ног на голову. Вот перевернутая пирамида, короче. Вот как-то так. Самое быдло у них наверху. А все адекватные люди, они их уничтожают, убивают. Вот что такое Рашка на самом деле, что такое русский мир. От него надо вот как этого, от прокаженных держаться подальше, не пускать на свою территорию вот эти вот ростки русского мира. Потому что куда ни прикасается, все в дерьмо превращается. Есть же вот какой-то другой персонаж, который все в золото превращал, а это все в говно превращает. По сути, так и есть. Сейчас вот какие они огромные деньги вливают в то, чтобы в Армении прошли выборы, как им надо. Но Армения, к счастью, я думаю, ну, нормально проголосует. Выберут они все-таки Европу, стремятся туда. Азербайджан уже все это сделал, укрепился, отошел. Ну, сейчас Армения пытается вырваться из лап. Но я надеюсь, что у них все получится. Конечно, там все понимают, зачем им нахер русский мир. У нас пока наша Бурятия, пока где-то... Ну, пока мы в оккупации еще находимся. Что скажешь тут? Тут ничего не скажешь. Так, быстренько комментарии почитаю. Воркланды не любят свободных, безмолвные и покорные. Отрада глаз, а ты о свободе и независимости сейчас натянут через одного по методичке. Продался, обрабатываешь. Ну да. То есть без России Бурятия была бы более богата, смогла бы дать рабочие места, в целом жизнь была бы краше. Ну, естественно. Для чего Бурятию и оккупировали-то? Для того, чтобы украсть наши все природные ресурсы. Это идиоту понятно. Почему наши буряты тогда на войну идут? Потому что нищие, потому что лишены будущего, никаких социальных лифтов. Все уничтожается, искусственная нищета. Ну и плюс обработка очень сильная. Но я думаю, потом это будет просто в ауте, они просто все будут, когда поймут, за кого воевали, за каких козлов, за что, за фашизм вообще. Это будет, конечно, позор для многих, что они в этом приняли участие. Но это уже люди, конечно, морально покалеченные, что скажешь. Ну и плюс, что участвовали в убийстве мирных. В ад они попали на эту войну. Им вообще не позавидуешь, конечно. Тем более, когда все это рушится, начнется. Вы хотите из состава России сохраните народ. Ну, как бы к этому все и идет, на самом деле. Русская культура — это что такое вообще? У каждой страны своя история, культура. А Рашка, бывший совок, пытается навязать свою фигню на постсоветском пространстве. Особенно, а по сути, всем нахер не нужно. Ну да, согласен. Куда Россия прикасается везде. Какую грамоту? Кому нахер нужно? Я вообще слышал такую теорию от одного русского этого какого-то историка, что вообще русский язык-то был придуман
для управления этими крепостными. Потому что элита... Ну, это, конечно, такая спорная тема, манипулятивная, но что-то в нем есть. Потому что элита говорила на французском все равно. Даже этот Пушкин. Как задолбал этот Кремль, начиная с 17... Ну, не с 17-го года, на самом деле еще раньше. Ну, когда у них это... Когда Монгольская империя рухнула, они же начали свое расширение. Надо было тогда им отпор давать мощный. Ну, и давали, по сути, 1,5 века. Рашка сама себя боится. Да, они в каком-то этом находятся, в коматозе каком-то они. Никогда не поймут, ибо нечего. Отпусть все черти на земле. Узкие глаза, узкие взгляды. Ну, в этом все русские, в этом русские шовинисты. Обязательно надо... Это вот те же самые, понимаете, шовинисты, которые избили бурятскую девочку недавно в Москве, чем ее там, мопедом каким-то или чем там ударили ее. Не мопед, а как это вот называется-то? Я забыл. Ну, короче, избили ее конкретно там. Я тоже, конечно, поражаюсь, что наши буряты и другие народы до сих пор в Москве тусуются в этом фашистском центре. Надо валить оттуда быстрее, как можно. Они там что-то делают еще, что они там хотят. Там еще и прилеты. Все оккупированные народы должны срочно из Москвы, из других русских городов уезжать к себе на родину. С этими фашистами не надо жить. Что ты посоветуешь подрастающему поколению с Рашки уезжать без знания языков иностранных? Ну, по-хорошему, надо где-то в другой нормальной стране получить образование. Потому что в самой Рашке образования, по сути, нет никакого. Ничего там, ничему не научат вас, это 100%. Там очень низкий уровень образования. Они учат очень старым каким-то... Ну, самое главное, у них там пропаганда и неактуальные какие-то вещи они преподают. Потому что сама она образование всегда в Совке очень плохое было, на самом деле. Поэтому, если там лет 16, 17, 18, ну и младше, надо, конечно, ехать в другую страну. А язык, ничего страшного нету. Вот люди, тем более в таком возрасте, он хорошо схватывается. Там надо просто методику нормальную какую-то. Ну, сейчас вот благо то, что YouTube, вот эти все вещи есть. По сути, можно быстро все это сделать. Самое главное, не бояться ничего. Это же в Рашке еще вот это вот страх какой-то у людей. То, что вот в другое место поедешь, там пропадешь. На самом деле ничего не пропадешь. Ничего страшного не будет. Вообще бояться не надо. Наоборот, страшно остаться в Рашке и деградировать там. Или еще хуже пойти на войну какую-нибудь рашкинскую. Ну, как на какую-нибудь, на их последнюю войну, которая у них будет. Вот эту русско-украинскую. Всеми силами надо пытаться оттуда уехать и получить нормальное образование. Потому что это и в будущем пригодится. Ну, если тяжелые будут условия в республике, да, откуда родом, то лучше остаться пока за границей, чтобы нормально на ноги встать. И потом в будущем вернуться и приносить пользу с хорошим образованием, со знанием языков и с другим взглядом на мир. Это вот тоже очень важно. Это самое главное на самом деле. Ну, увидеть, как люди в другом обществе живут. Потому что, ну, сейчас посмотрите там, это что такое вообще творится в самой Рашке. Это, ну, просто фашизм какой-то. Не какой-то, а вот настоящий. Одна Бурятия бедно живет, все остальные регионы живут. Но нет, конечно, все регионы, все республики, вернее, плохо живут, кроме Москвы. Для чего они оккупировали-то нас? Ну и русский мир в целом. А сам вообще русский мир только за счет нас и держится на самом деле. Без наших ресурсов. Вот эта центральная Рашка, кому она нахер нужна? Это же все вранье, что они нам какие-то как будто бы дотации присылают. Какие дотации в жопу? Когда мы их кормим, когда они за счет наших природных ресурсов живут. За счет нашего леса, за счет золота и так далее. У них там ни хрена нету.
подсечно этим, какого, занимались они. Как забыл это. Не было там в этой центральной Рашке ни хрена нету. Почему они так бедно жили-то? Почему их крепостное право было? Почему они легко так шли, записывались в эти отряды оккупантов, чтобы захватывать? Там у нас же в Сибири же это пушнина, золото. Из-за чего они туда пошли-то такими толпами? Почему захватывали наши эти? Из-за земли, конечно, из-за ресурсов. Потому что там в Рашке ловить нечего было никогда. В самой центральной Рашке. И она и сейчас там ловить нечего. Поэтому они-то все хуже и будут жить. Они все хуже и жили всегда. Потому что никогда не ставили ставку на образование, на еще что-то. Всегда выбирали это самый такой путь легкий. Что что-то захватить. Ну, они начали-то как бы оккупацию самих себя. Этот народ, который оккупировал сам себя и сам себя в рабов загнал. Понимаете? В крепостные. Вот таким вот грабежами эти люди и жили, на самом деле. Они свою историю вообще не знают. Вымышленная история у них. Это все адекватные люди признают. Сами русские в том числе. Ну, и которые адекватные. Но просто, когда ты будешь изучать реальную историю, ну, это будет печально для них. Ну, это там, я не знаю, это какие надо титанические усилия приложить, чтобы народ образовать. Это, мне кажется, очень тяжело будет. Да и не получится. Я вот что-то как-то не уверен в этом вообще. Мне кажется, они... Там наоборот все пойдет по наихудшему сценарию. То есть они не захотят никак развиваться. Никто не захочет в это вкладывать. Понимаете, это же огромные средства надо. Школы делать, нормальные условия для людей создавать, рабочие места. А кому это надо? Никому не надо. И сами люди в этом тоже не заинтересованы, потому что не понимают, зачем им все это нужно. Им что нужно-то? Они уже привыкли так веками жить. Величие и все. И чтоб им пайку дали какую-то. Как вот при совке пайку давали. То есть неважно, сколько ты там пашешь, не пашешь, тебе все равно какую-то пайку дадут. И якобы бесплатное жилье. А это бесплатное жилье, это дерьмо полное. И еще сколько лет там отпахать надо, все здоровье оставить, всю жизнь. В то время, как в нормальных странах жили люди, развивались. Просто смешно, конечно, про это говорить. Поэтому, ну, видите, мир так устроен. Вот, если ты хочешь что-то делать, надо развиваться, что-то делать. А так, ну, ты, короче... Никто за тебя не будет беспокоиться, что-то делать. Поэтому я и говорю, Рашка, она... Ну, сейчас же, очевидно, она просто в полном дне, в полном дерьме находится. Они ничего не могут. Выяснилось в конце, что они и воевать не могут. И еще выяснилось, что и никогда и не могли. Я вот недавно начал этот ролик, смотрю, изучаю, как эту зимнюю войну. Это Сталин придурок. Он действительно придурок. На зиму решил Финляндию атаковать. И ни хрена у них не получилось. Не прошли они, не смогли. Сколько там своих русских солдатов оставили, ничего не смогли. Финны им дали прикурить. Причем не сказать, что у финнов там это такая мощная условия были, еще что-то. Ну, просто воевали хорошо и все. Русские хотели, как всегда, толпой завалить, а ничего не получилось. Такие дела. И сейчас не получается, понимаете? Вообще, какую войну не возьми, нормальную такую, ну, имеется в виду, с достойным соперником, никогда ничего не могли победить. И Чечню, по сути-то, не могли победить, пока не подкупили местных. Сколько лет там воевали. Что, успевали на этом наворовывать. Фух. Ну, ладно, Худут. Что-то у меня такой мощный какой-то актив, что-то даже не верится. Ну как, в прошлый раз еще больше даже был. По идее, надо заканчивать, а тут наоборот что-то страшно за детей, что будет дальше. Ну, вот в самой, если центральная Рашка, то оттуда адекватным людям надо уезжать однозначно. Потому что там ничего хорошего, по моему мнению, точно не будет.
Во-первых, слишком много населения, и никто не будет там вкладываться, ничего не будет делать. Я вообще в этом не уверен. Потому что, смотрите, вот даже их хорошие русские, они же вообще не заинтересованы на самом деле ни в каких реформах. Они что, они хотят только Путина заменить и все. Типа, с остальное все и так нормально. Что нормально? Там всю систему надо полностью менять, если по-хорошему. Ну плюс еще то, что не будет же это. Республик-то не будет, все выйдут. У них там никаких денег, ничего не будет. На что они там собрались эти реформы делать? А так сказать ребятам, что это... давайте-ка это, работать там, что-то делать. Ну, как бы... Короче, там жопа будет полная. Это точно. Просто понимаете... там нету такого понимания, что надо, чтобы чего-то добиться, надо совместно поработать нормально. Понимаете, каждый хочет обворовать. Каждый хочет что-то, ну вот как на этих выборах всех, да, что-то пообещать, обворовать и потом куда-то сбежать. Вот вся как бы психология, философия, она вот уже сложилась так, понимаете, очень долгое время. Как это все сломать? Ну, короче, мне кажется, это бесполезно. Мне кажется, там ничего не получится. Это будут ультрадепрессивные какие-то места, где люди просто будут выживать. Более-менее адекватные будут оттуда убегать. Да просто сейчас вы посмотрите, что творится вообще в Рашке, в Центральной. Ну и во многих вообще. Вот именно русских регионах. Ну там же тотальное пьянство. Там просто вымирание идет этих людей. Я подозреваю, что и при совке такое было. Просто, понимаете, просто не было интернета. Понимаете? Мы просто не могли все это увидеть, что там происходит. Так, для картинки строили, еще что-то такое. А так-то... Так и было деградирующее. То есть еще, где строили-то они что-то такое нормальное, какие-нибудь заводы? Только там, где природные ресурсы какие-то надо было воровать. Еще причем, я как-то смотрел передачу, там они, лес-то как, понимаете, это как какая-то дебильская вообще система. Они этот лес, вместо того, чтобы нормально хотя бы пытаться продать, они его просто гноили. Вырубали, это еще при совке было, в огромном количестве, и просто в реку скидывали и гноили его там. Это просто какие-то, я не знаю, какая-то вообще идиотская страна, которая просто, вот знаете, вот это пример, как не должны люди жить вообще. И которые вот заявляют о себе, что вот они наоборот какие-то там гении вообще. Лаптистана еще никто не выиграл. Смотреть на себя нужно в первую очередь. Ну, Рашка, да. Все делятся будущее. Ты сильно умный, разберись там, где живешь. Ну, я как раз и вещаю для этого. Как раз таки про будущее Бурятии. Про то, что нам независимость нужна. Но это всем адекватным бурятам уже давно понятно. И скоро всем неадекватным, ну не то, что неадекватным, вообще всем понятно будет. Так, one minute, please. Все врали, бухали и крысили бюджет нефтянка. Ну да, согласен. %30 уходило на войну. Успеете вы обрести независимость, у вас Путин в Украине перебьет. Но я считаю, что здесь уже скоро, я думаю, все-таки Украина победит, и просто они уже не смогут. Может, завтра его вообще положат его в Питере. Прилетит ракета туда. Зеленский же не давал разрешения на проведение международного форума этого.
В прошлый-то раз повезло все-таки, то, что Зеленский разрешил провести это в Москве. А сейчас не давал разрешения. Так что непонятно. Ну, Путин, наверное, не поедет туда, я думаю. Че, он дурак, что ли? Там стрелять будут. Твои слова, да богу уж. Путин все правильно. СССР развалился из-за тотальной лжи и показухи. Ну да. Ну, мне кажется, смотрите, и так же уже все очевидно. Смотрите, место, вот армия, да, она же по... Вообще, самое главное, как себя Рашка вообще позиционирует. Вот давайте с этого начнем. Они говорят как? Мы военная империя, они про себя так имеют в виду. У них, ну, как бы, их самое главное оправдание. Ну, типа, экономика хреновая, люди плохо живут. Ничего не строят, никаких ни ученых, никого нет, да, нормальных певцов, ничего нету. Ну, ничего нету у них. Но зато они, типа, воюют хорошо. Но это же уже развалилось, уже, это же очевидно всем, понятно. Они не могут захватить Украину. Они сколько уже своих потеряли, как сказать, влияния своего во всем мире. Ничего они не могут. Сирия, Венесуэла, Азербайджан, Армения, все уходят от них. Центральная Азия, я думаю, тоже скоро покажет этот факт и уйдет им. Такие вот дела. Поэтому, конечно, для каких-то идиотов им еще кажется, что как будто что-то там хорошо будет. Но очевидно, что ничего хорошего не будет. Может, они не хотят заканчивать войну? Заканчивать пора. Просто какой-то у меня тут такой актив под финал моего стрима. Ну ладно, что поделать. Целых 1,5 часа тоже это много. Занахудут байырлам. Комментарий пишите, лайки тейкты. Зенахудут тахину затра. Байырты.